Смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В Республике Коми с этого понедельника введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление было подписано накануне в правительстве региона. Такая необходимость возникла в связи с предстоящими изменениями в температурном режиме и в целях обеспечения пожарной безопасности. Согласно прогнозу синоптиков, температурный фон в республике уже практически стабильно держится на плюсовой отметке. Именно поэтому любой костер или даже брошенный окурок, тем более в лесу, может стать причиной пожара. На период действия особого противопожарного режима на территории населенных пунктов в республике Коми действуют дополнительные требования пожарной безопасности. Введен запрет на разведение костров, сжигание сухой и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов. Касается это и любителей отдыха на природе. Открытый огонь является нарушением противопожарного режима. К слову, в районе работает межведомственная группа по профилактике пожаров, задача которой как раз следить за тем, как население выполняет дополнительные требования. В эту группу входят сотрудники МЧС России, полиции, администрации, а также Сосногорского лесничества. По выходным дням будем контролировать, проводить рейды в местах массового отдыха людей. Это прибрежная зона карьеров, дачные общества. И будем контролировать все дополнительные ограничения, введенные особым противопожарным режимом. А те, кто все же нарушает правила, может поплатиться рублем. Предусмотрен административный штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Сотрудники МЧС также напоминают, что если вы увидели, что начался пожар или кто-то нарушает требования противопожарного режима, незамедлительно звонить по телефону 112. Павел Дурников, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На минувших выходных в Сосногорске впервые прошла экологическая акция по раздельному сбору мусора «Зеленая суббота». В течение 2 часов горожане сдавали специалистам Ухта-Жилфонда пластик, макулатуру и батарейки. Активность сосногорцев оценила и наша съемочная группа. «Разделяй и сохраняй» под таким девизом «Зеленая суббота» прошла сначала в Сыктывкаре и Ухте, а затем и в Сосногорске. Раздельный сбор мусора уже давно стал нормой для многих стран. Россияне же пока только приучаются к этой системе. В Республике Коми экологическим просвещением населения занимается региональный оператор Ухта-Жилфонд и группа «Экотайм Коми». Но это уже не первая акция у нас. На самом деле у нас первая акция была в Ухте, очередная акция сейчас в Сосногорске. Цель – привлечь население к раздельному сбору, для того, чтобы они разделяли свой мусор, который они производят. То есть пластик отдельно, картон отдельно, ну и остальной мусор отдельно тоже. Несмотря на то, что акция по раздельному сбору мусора в Сосногорске проводилась впервые, горожане проявили высокую активность. За 2 часа специалисты Ухта-Жилфонда приняли почти по кубометру пластика и макулатуры, а также около 150 килограммов использованных батареек. Данная акция очень важна в плане того, что дисциплинирует к экологии, к природе, бережно относиться к своему родному краю, именно к своему городу. Все-таки приятно ходить по чистому городу, ходить по чистому лесу. Поэтому это очень важно, когда мы собственным примером другим показываем, как все должно быть. Благодаря этой акции мы сможем сделать немного чище наш город, нашу страну, нашу планету. Природа – это наше здоровье, наши дети, наше будущее. Поэтому сохранить природу, сохранить поколение здоровое. Как рассказали представители Ухта-Жилфонда, собранные пластик и макулатура отправятся на переработку, а батарейки будут доставлены на специализированный завод, который расположен в Челябинске. Стоит добавить, что работа по раздельному сбору мусора в Сосногорске проводится и силами муниципалитета. Для этого в городе установлены специальные разноцветные контейнеры. Желтые предназначены для сбора пластика, синие – для бумаги. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На прошедших выходных Сосногорский стадион «Гладиатор» превратился в настоящий велодром. Более сотни воспитанников детских садов нашего города присоединились к муниципальной акции «Мой друг велосипед». Создать доброжелательную атмосферу и веселое настроение у детей и их родителей, а также приобщить дошкольников соблюдать правила дорожного движения – основная цель ежегодного велопробега для детсадовцев. Сегодня мы очень рады, что вы всей семьей пришли на наш городской праздник, посвященный спорту, здоровью, безопасному дорожному движению.
Также традиционно 25 мая отмечался День подразделения пропаганды безопасности дорожного движения. Как ни странно, этот праздник появился еще раньше, чем сама госавтоинспекция. На сегодняшний день эта служба остается незаменимой для обеспечения безопасности на дорогах. Управляя велосипедом, дети уже начинают соблюдать правила дорожного движения. То есть мы с ними неоднократно повторяем о том, где им разрешено ездить на велосипеде в зависимости от возраста ребенка. Если до 7 лет, это у нас только парки, скверы и дворовая территория. С 7 до 14 лет нам уже разрешено выезжать на тротуары. То старше 14 уже можно передвигаться по проезжей части. Дети это все прекрасно знают. И вот это сегодняшнее мероприятие – подтверждение того, что с ними в течение года проводилась профилактическая работа, и они сейчас покажут свои навыки. На протяжении всего спортивного праздника ребят развлекали клоуны Клёпа и Ириска. Они всячески веселили ребят, а также загадывали загадки. У загадки есть ответ. Это наш. Громче! Велопробег получился не только насыщенным и увлекательным, но и по-настоящему спортивным. И объединил детей, родителей и педагогов дошкольного учреждения. А юные велосипедисты, в свою очередь, показали свое мастерство, ловко управляя двухколесными друзьями. По окончанию каждый детский сад был награжден памятными дипломами за участие. Влада Гришаева, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сразу после велопробега любой желающий в этот день смог выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль ГТО собрал юных горожан, а также их мам и пап. В очередь на регистрацию выстроилось огромное количество сосногорцев. В этот день все хотели приобщиться к здоровому образу жизни и к спорту в целом. После процедуры регистрации все приступили к общей разминке. Затем по полученным маршрутным листам ребята разбежались по станциям, где поочередно выполняли нормативы. Отжимания, прыжки в длину, а также бег на время. Юные спортсмены старались выполнить нормы ГТО на золотую медаль. Участники комплекса ГТО всех возрастных ступеней смогли проверить свои возможности в разных видах испытаний, а также насладиться хорошей погодой и праздничным настроением. Осталось дождаться подведения итогов, тогда всех участников наградят знаками отличия «Готов к труду и обороне». А уже в воскресенье в Сосногорске прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные Дню выпускника. В клубе единоборств «Гладиатор» собралось более 80 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Как отметили организаторы, данные соревнования позволяют подвести итоги уходящего и сформировать планы на предстоящие спортивные сезоны. Каждый год проводим в конце первенства муниципального района по рукопашному бою, где съезжаются все команды сильнейшие в Сосногорск, для того, чтобы посмотреть уровень наших ребят в конце сезона. Ну и сформировать на сентябрь месяц сборную Республики Коми для выступления на всероссийских и международных турнирах. Своих воспитанников на соревнования выставили сосногорские клубы «Гладиатор» и «Защитник». Также в первенстве приняли участие и гости из Ухты, представляющие клубы «Нордленд» и «Сатори». Мы постоянно, частые участники турниров Сосногорска. Константин проводит Субботин отличные турниры, большое количество участников. Сейчас, по-моему, около 90 человек участников. Мы выставляем почти 20 человек, у нас 21 человек заявлен с нашего клуба. Вот. Но это важный старт. Во-первых, это закрытие сезона учебного. Проверим то, чему научились ребята за год. Ну и плюс получат они свой опыт, мы свой опыт. Успешнее всех на первенстве выступили воспитанники Сосногорского «Гладиатора», занявшие 13 первых мест. Представителям ухтинского клуба «Нордленд» зайти на высшую ступень пьедестала почета удалось 5 раз. Спортсмены Сосногорского «Защитника» и ухтинского клуба «Сатори» заняли по 3 первых места. В завершении выпуска о погоде, а она на рабочей неделе будет неустойчивой. На большей части Коми ожидаются дожди.
В южных районах в последние дни мая дожди будут сопровождаться грозами и порывами ветра. Ночью будет в среднем плюс 5, днем около 12-14 градусов. На сегодня это все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Уважаемые жители Республики Коми, 3 июня в нашей республике будет отключено аналоговое телевещание. Еще есть время, чтобы настроить ваши телевизионные приемники на цифровое телевидение. Настройся на цифру сегодня, чтобы не остаться без телевидения завтра.